Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема урока – световые и аэрационные фонари. Первая подтема – классификация фонарей и их конструктивные схемы, светоаэрационные фонари и зенитные фонари. Цель урока – изучение классификации фонарей и их конструктивной схемы. Давайте сперва определим, что такое фонарь. И что вы представляете? Вы думаете, что это переносной или стационарный искусственный источник света? Нет, ребята. Так как мы изучаем архитектуру промышленных зданий, это конструкция, которая устраивает над покрытиями. Фонарями называются остекленные или частично остекленные настройки на покрытии здания, предназначенные для верхнего освещения производственных площадей, удаленных от оконных проемов, а также для необходимого воздухообмена в помещениях. По назначению фонари в промышленных зданиях подразделяют на световые, светоаэрационные и аэрационные. Они обеспечивают верхнее естественное освещение и при необходимости вентилирование зданий. Фонари, как правило, располагают вдоль пролетов здания. Фонарь состоит из несущей конструкции, каркаса и ограждающих конструкций покрытия, стен и заполнения световых или аэрационных проемов. Фонари подразделяют на прямоугольные, трапециевидные, треугольные, М-образные, шедовые, зенитные. Прямоугольные фонари, имеющие вертикальное остекление, отличаются незначительной инсоляцией и загрязняемостью. Они более водонепроницаемы и удобны в очистке, нежели фонари с наклонным остеклением. Такие фонари просты в устройстве и надежны в эксплуатации. Недостаток прямоугольных фонарей – относительно малая светоактивность. Так, для удовлетворения заданной освещенности площадь остекления в прямоугольных фонарях должна быть примерно в 1,5 раза больше, чем в фонарях с наклонным остеклением. Конструкции прямоугольных фонарей. К несущим стальным конструкциям прямоугольных фонарей относятся фонарные панели, фонарные фермы, панели торцов фонарей и связи. Унифицированные прямоугольные фонари принятой ширины 6 метров для пролетов 12 и 18 метров и шириной 12 метров для пролетов 24, 30 и 36 метров. Несущие конструкции фонарей изготавливают из холодногнутых и горячекатанных швеллеров и уголков. Крепят их к фермам и балкам покрытия болтами и сваркой. Номинальную высоту остекления принимают для фонарей шириной 6 метров 1500-1750 мм, а для фонарей шириной 12 метров 1750 мм до 3000 мм. Длина фонарей, как правило, не превышает 84 метра. В целях удобства эксплуатации, снегоочистка и по противопожарным требованиям длина фонарей должна быть не более 84 метра. Если требуется большая длина, то фонари устраивают с разрывами, величина которых 6 метров. Шедовые фонари, как правило, входят в основную конструкцию покрытия, образуя зубчатый профиль. Несущим конструкциям шедовых фонарей являются стропильные фермы, размещаемые в плоскостях вертикального и наклонного остекления. Зенитные фонари, типы и виды. Назначение зенитных фонарей – это решение проблемы освещения производственных, общественных зданий большой площади, для которых недостаточно инсоляции через окна, стеновое светопрозрачное заполнение, в том числе противопожарные фрамуги.
Зенитные фонари выполняются в виде прозрачных куполов с двухслойными светопропускающими элементами из органического стекла или в виде возвышающихся над кровлей остекленных поверхностей. Их используют в тех случаях, когда необходим высокий уровень и равномерность освещенности помещений. Зенитные фонари могут быть точечного типа или панельные. Форма колпака в плане может быть круглой, квадратной или прямоугольной, с вертикальными или наклонными, холодными или утепленными стенками бортового элемента. Для повышения светоактивности фонарей внутреннюю поверхность их бортовых элементов делают гладкой и окрашивают в светлые тона. Обычно конструкция панельных фонарей состоит из нескольких точечных фонарей, соединенных в ряд. Ребята, где у нас в университете есть зенитный фонарь? Вспомните, где у нас расположен зенитный фонарь? Да, вы угадали. В библиотеке у нас устроен зенитный фонарь. И теперь ответьте, из какого материала сделан зенитный фонарь в библиотеке ОШТУ? Да, это поликарбонат. Он прочный, легкий, оптически прозрачный, пластичный материал. Сравните, какой материал вы бы использовали для зенитного фонаря? Стекло или поликарбонат? Дома. Определите достоинства и недостатки того или иного материала. В больших промышленных зданиях устраивают фонари. В машиностроении, в производстве косметических или продуктовых, пищевых продукций, где необходимо освещение. Да? Преимущества фонарей. Это первое, естественная вентиляция, экономия электроэнергии, использование солнечной энергии нам дает немалые денежные средства, сэкономит. Да? И существует минимальный уровень солнечной энергии, при котором жизнь человека является комфортной. А если будет недостаток солнечной энергии, приводит к различным заболеваниям. А также улучшает пожарную безопасность. Надеюсь, вам было интересно и понятно. Теперь для закрепления полученных знаний ответьте на следующие контрольные вопросы. Спасибо за внимание.